Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях Даурбек Макеев, автор книги «Религиозное мировоззрение в нардском эпосе». Добрый вечер. Добрый вечер. Вот хотелось бы поговорить сегодня с вами на очень животрепещущую тему в нашем обществе о традиционной астинской религии. Почему мы эту тему решили поднять? Потому что недавно проводился опрос среди молодежи в Северной Осетии, и вопрос был задан следующим образом: к какому, так сказать, религиозному течению вы себя относите? И порядка 60% назвало себя сторонниками традиционной астинской религии. Но когда им задавали вопрос, а что вы под этим имеете в виду, что вы подразумеваете под этой религией, люди как бы не находили, что ответить. Вот хотелось бы с вами, как специалистом в этой области, поговорить, а что такое традиционная астинская религия? Или если она вообще, в чем ее самобытность, либо это производная от чего-то, вторичная по отношению к чему-то. Что это такое? Ну, спасибо за вопрос. Действительно очень интересная тема. То, что такой большой процент молодежи интересуется традиционной религией, это очень хорошо, это хороший знак. Но вот это слабое понимание религии, это тоже не упирается, мы не можем сказать, что это их недостаток. На самом деле это недостаток общего гуманитарного образования. Дело в том, что религиоведение в республике очень слабо понимается. У нас очень мало специалистов по религиоведению. А материалов, касающихся астинской религии, достаточно много, я бы даже сказал, очень много. Потому что у нас сохранилась традиция, у нас сохранилась мифология. А это, в принципе, то, что и надо. Больше ничего и не надо, в принципе, чтобы изучать религию. А как вот называется наша религия? То, что называешь традиционной астинской религией, не название. Если судить по нардскому эпосу, последователи этой религии, то есть жреческий клан, вот эта фамилия, да, или как? Клан или как каста они были? Ну, как, я не могу сказать каста, по-астински это как бы вот, у нас как говорят, Борота, да, Аллагата, фамилия. Шартаката, а это Ацата. Отца сам из Аллагата. Вот, это последняя реформация Аллагата, основатель ее отца. Вот он, отец Ацамаза, если помните, да. И их называли Ацата. У них была чаша Васамонга, то есть у них проходили кувды нартов, молитвы нартов. Это говорит о том, что Ацата это как раз вот те, кто придерживали это как бы название, да, вот последователи этого культа. И есть все основания полагать, что мы Ацата, Астины, как раз из вот этого религиозного названия. Ацата, то есть мы астины поэтому. Есть мнение, что с Грузии пришло это название, как бы Овси, Оси, но тогда вопрос возникает, а почему один и тот же народ в разных местах называли Асы, Ясы, Аскузы, Азата, Усуни, Аскиназы, то есть везде вот этот корень Ас просматривается. А значит, это кроется в самоназвании. А в самоназвании я нигде больше не нашел причину такого названия, кроме в нардском эпосе и вот принадлежность к культу Ацата. А скажи, пожалуйста, вот эти асы, про которых ты говоришь, они какое-то имеют отношение там, к Одину, асам и всем вот этим скандинавским? Я думаю, богам? имеют, потому что если мы будем внимательно изучать религию, которую они несли, там те же силы. Вот если знать миропонимание, мировоззрение, то вот эти параллели очень легко просматриваются. То есть ты имеешь в виду, что это была некая какая-то общая религиозная система? Да, и это то, что была у нас осталось, это некая общая вот религиозная часть система, этой религиозной системы. которую можно... Вы знаете, вот если посмотреть на происхождение религии мира, то везде просматривается один и тот же корень. Вот этот, о котором я говорил. Если изучать мифологию народов мира, то складывается такое впечатление, то, что сохранилось в Осетии, это когда-то было мировой религией. Дело в том, что вот мы называем это тхта, да, силы, вот группы сил, допустим, Дауджита, Жетта, Вайгута. Вот точно такие же группы сил можно встретить и в индуизме, можно встретить и в китайском даосизме, и в буддизме. Они просматриваются и в древнеегипетской религии, и в древнегерманской, и в древнеславянской. То есть это островок, который у нас остался, вот этого учения, он когда-то был, наверное, мировым все-таки. Это глобальная такая концепция была, вот судя по мифологии народов мира. А у нас в этом случае есть преимущество, потому что у нас сохранилась мифология. То есть нардский эпос
который мы не до конца еще понимаем, его богатство, его содержание, вот он хранит очень большую информацию. Но чтобы информацию эту прочесть, нужно быть специалистом немножко. Даурбек, а в чем вот суть этой религии? В чем ее принципиальное отличие от других подобных религиозных систем? Суть религии просматривается в нескольких вот бытовых словах. Если вот ученый, допустим, философ, религиовед, он очень быстро это увидит. Вот такие привычные для нас выражения, как, допустим, мангдуне, рухшдуне, асагдуне, вот это такие ключевые фразы, ключевые, на которых строится целая философия, целая идеология. И вся традиция практически на этом основана. Ну, что такое мангдуне, что такое рухшдуне, что такое асагдуне? Вот для того, чтобы это понять, нужно немножко знать мифологию. То есть, что такое рухшдуне? Хусау фалды, что дуней рухшейма у дуней рухш. То есть, Бог, Он сотворен из света, Он и есть свет. Хусау есть рабначак как вот дуней рухш. То есть, Он свое место обитания выбрал мир света. То есть это говорит о том, что Бог это есть свет и даже более тонкое, чем свет. Это ты Нартский апостатируешь, что ли? Ну, да, это есть вот, это везде есть, во всей литературе нашей просматривается, в устном народном творчестве. То есть я эти слова не придумываю, и фразы эти не придумываю. Потом каждый традиционный осетин знает, что есть тождество между асагдуне и рухшдуне. Асагдуне это мир истины, да, а это рухшдуне мир света. Вот мы уже поняли, что мир света есть Бог, да? А мир истины это есть тоже Бог, да? То есть есть тождество прямое. А что такое материальный мир? Материальный мир в глазах наших предков мангдуне, то есть истинная природа нашего. То есть иллюзорный мир, если переводить дословно. Да, мангдуне это иллюзорный мир. То есть истинная природа вот нашего существа вообще это свет. А вот так, что мы видим, вот эти формы, это есть иллюзия. То есть мы живем в иллюзорном мире в неком. Да, вот в иллюзорном виде. То есть здесь просматривается какая идея? Здесь просматривается идея целостности сущего. То есть существует Бог, а остальное все, что существует раздельно от Бога, это как бы иллюзия. Угу. Вот. Это же в Индии похожая философия, да, на это? Ну, восточные философии вообще вот на этом основаны. Вот официальные доктрины, допустим, авраамических религий, там Бог и творение раздельно. Если мы смотрим библейскую концепцию, если смотрим кораническую концепцию, если смотрим, допустим, ту же Тору, но в тех же религиях, и в исламе, и в христианстве, и в иудаизме, есть течения, как бы элитные, да, можно сказать, или эзотерические, можно сказать, которые тоже на этой концепции, вот как вот у нас это просматривается в осетинской традиционной религии. Это вот в христианстве, допустим, исихазм. Они тоже принимают как свет, как абсолют. А в исламе это суфи. Суфи. Кстати, для Кавказа суфизм это традиционная религия. То есть он изначально свойственен на Кавказе. Да. В иудаизме это вот каббалисты, хасиды, ну, они тоже как бы выстраивают свои учения на этой идее. Вообще, если смотреть вот религиозные идеи вот, мировых религий, можно заметить всего две концепции, отличные друг от друга. Значит, первая концепция рассматривает целостность сущего, то есть существует Бог, остальное все как бы его проявление. А другая концепция, она рассматривает как Бог отдельно, творение отдельно. То есть Бог реальность и творение реальности. И на этом исходит уже учение. А какие следствия этого идут? В христианстве мы различаем Бога и творение. То есть Бог сотворил вот, тварный мир. Да? И в христианстве есть такое понятие страх Божий. То есть цель христианина, его смысл жизни служить Богу. В осетинской традиции такого нет. То есть, если вы хотите сказать, допустим, страх Божий по-осетински, ну никак не скажешь. Ну, можно натянуть, конечно, да, но это не будет привычно для осетинского языка. Потому что наши предки рассматривали себя как проявление Бога. То есть свою природу рассматривали как природа света
и они могут быть соучастниками творения этого мира. Вот по астинской традиции, по астинскому пониманию, то есть вот этот иллюзорный мир Бог сотворил своей мыслью, намерением и словом. А человек тоже имеет природу света, значит, природу Бога. И он тоже может мыслить, он может желать, и он может говорить. И через это человеку даровано свойство участвовать в этом сотворении. То есть он тоже творит этот мир, да, он как бы сотворяет этот мир. Но так как он ограничен и во времени, и в пространстве, то вот это сотворение, оно как бы тоже ограничено. Для того, чтобы его как бы расширить, человек может расширить свой творческий потенциал за счет вот понимания сути вот этого учения. Да? Если он поймет, что он не есть вот чисто как бы вот ограничен, да, а то, что он есть продолжение мира, этим он и может расширить свой творческий потенциал. Что такое было для кавказцев, где вот эта религия нардского эпоса была распространена? То есть главное честь, достоинство. Да? Почему? Потому что это исходило из осознания, что нужно сохранить чистоту. А что такое чистота? Да, это божественная природа в тебе. И поэтому вопросы чести, достоинства, они имели очень такое значимое значение. Сейчас с переменой религии как бы вот эти вот понятия для нас утратили свой смысл. Поэтому... А как ты считаешь, вот эта традиционная религия, да, что она несет для народа, если, например, как-то ее начнут во-первых, что такое народ, да? Что объединяет народ? Вот народ может потерять язык, да? Но если он теряет культуру, то он исчезает, просто ассимилируется. Самоуправление народа, оно всегда строится именно на той религии, на которой возникла эта культура, на которой возник сам народ. Лишить этот народ религии, это значит лишить его самоуправления. С древних времен, вот вообще вот на этом понимании основаны информационные войны с древнейших времен. Вот, например, если взять китайскую военную традицию, да, там был такой полководец, философ Сунь Цзы. И он говорил так, как если хотите завоевать народ, прежде всего вы должны уничтожить, дискредитировать верование этого народа, традиции этого народа. И тогда народ смутится, и его легко будет завоевать. То есть и не надо жалеть на это никакие средства. То же самое, тому же самому учил, допустим, Моисей. Но в более такой поэтической форме, когда мы читаем Библию, он говорил так: когда вы идете к народам, землю которую хотите завоевать, ломайте их столбы, святилища, сжигайте рощи их. Что такое столбы, святилища и рощи? Это атрибуты религиозные. И естественный итог, люди друг друга перестают понимать. Если они перестают друг друга понимать, то уже невозможно самоуправление. Они не смогут договариваться друг с другом. Вот. И поэтому, когда нет самоуправления, а человеческое общество так устроено, что в управлении нуждается, тогда ему легче навязать внешнее управление. Угу. Да, и вот чтобы лишить народ самоуправления, навязать внешнее управление, для этого дискредитируются местные верования и навязываются другие. Те же принципы используются и сейчас. Вот, допустим, и не обязательно касается религиозных верований. Вот, допустим, американцы смогли свою моду навязать советским людям через джинсы, через какие-то пластинки, какие-то музыку, хиппи и так далее. И они практически без оружия, наша страна перестала быть суверенной. Информационное оружие такое. Да, это информационное оружие, и приемы этого, они... А вот, Даурбек, скажи, пожалуйста, вот, чем является астинская традиционная вот эта религия? Либо религия, либо это мировоззрение все-таки. Кто-то говорит, что это часть Ахдау, да, традиционного нормы поведения, которые есть у нас в обществе. Что это все-таки? Ахдау это... Или это полноценная религиозная система? Да, Ахдау это, если перевести так вот на русский язык, да, самое близкое к этому слову традиция, культура. А традиция всегда основана на мировоззрении. Вот культурологи знают, есть такая формула культуры, да, что культура есть реализованное в жизни мировоззрение. То есть мировоззрение – это основа культуры, это основа Ахдау. Да. А мировоззрение, если мы будем рассматривать астинское мировоззрение, астинское народное мировоззрение, на котором и возник этот Ахдау, оно, несомненно, религиозное, потому что оно предусматривает существование Бога, сил, оно предусматривает существование загробного мира.
И никак это нельзя сказать, что это не религиозное мировоззрение. То есть ты считаешь, что сначала возникла вот эта религия, а потом уже возникла на его основе вот это Ахдау, нормы мировоззрения и все прочее? Вот То есть что тут первичное? Спор же вокруг этого идет. Всегда мировоззрение есть основа культуры. Мировоззрение есть основа Ахдау. Да. Ну а что формирует мировоззрение? Вы знаете, мировоззрение включает в себя философию, включает в себя очень громадный опыт. А если речь идет о религиозном мировоззрении, то здесь уже подключается и трансперсональный опыт, то есть религиозный опыт. Да, то есть здесь это такой непростой вопрос. Ну хорошо, ну вот как в любой религиозной системе, да, есть там литургия, есть теология, то есть что нужно делать, как себя вести, там этика определенная. А какие вот подобные вещи есть в традиционной астинской религии? Как нужно, как производится богослужение, так скажем, как происходит общение с Богом? Что это вообще такое с практической точки зрения? Здесь я вот уже говорил о том, что Хусауе Асамагдунеш Фалыштая Жонда и Афадая Майдзырдай. То есть Бог сотворил этот мир своим умом, желанием и речью. Точно так же человек, имея природу Бога, он может творить вот этот вот мангдуни, иллюзорный мир, своим речью, своим умом, мыслью, да, желанием и речью. То есть умом, желанием и речью творится мангдуни. А чтобы понять асагдуни, там надо как бы немножко отстраниться от ума, от мысли, от желаний и от речи. А для того, чтобы отстраниться от этого, нужна осознанность. Угу. То есть осознанность, что ты мыслишь, как ты мыслишь, что ты желаешь. Контроль мыслей, контроль. Да, что ты говоришь. И вот эта осознанность есть основа Ахдау. Осознанность. Осознанность, да. Осознанность в мыслях, осознанность в желаниях, осознанность в речах. То есть, если посмотреть вот. И это накладывает очень большой отпечаток на этикет, национальный этикет. То есть, вот если смотреть вот в старину, как себя вели старики, они не говорили лишнего, они обдумывали каждое свое слово. То есть, они сидели правильно, и разговаривали с женщиной правильно, и с детьми правильно держали субординацию. То есть, вот эта осознанность, она была, вот этой осознанностью был пронизан практически весь быт. То есть ты считаешь, что они это делали сознательно, исходя из своих религиозных воззрений? Ну, конечно. Вот я же вам дал формулу. Если вы воспримете эту формулу как основу, вы сами будете так делать. То есть это основа поведения, основа этикета, основа всего. То есть здесь не нужно каких-то специальных речей. Если вы принимаете, что истинный мир – это мир Бога, что вот этот материальный мир – это мир иллюзий, и мир иллюзий творится мыслью, значит, желанием и речами. А надо прийти к Богу, к Рухждуне. Вот когда человек даже умирает, какое он делает пожелание, да, Рухшагу. То есть, чтобы ты попал к Богу, да, чтобы ты соединился со светом. То есть, это высшая цель человека. А как ее осуществить? Через уход от иллюзии. А как отойти от иллюзии? Через контроль над мыслью, над желаниями, над речью. Но это же сложно. А кто сказал, что традиция – это простая вещь? Вы знаете, я сам свидетель того, как, допустим, еще мои родители держались вот как-то традиции. Старшее поколение тоже как-то держалось. Но уже то поколение, вот когда началось говорить там, зачем это делать, гораздо лучше быть проще, вот у тех проще, давайте им подражать, зачем мы усложняем себе жизнь. Очень многие юноши, девушки легко отказывались от традиций, потому что это самоконтроль, это действительно работа над собой постоянная. И поэтому действительно люди отходили, тем более отходили, еще знаете какая причина? Дело в том, что они уже и не понимали, зачем эта традиция нужна. Зачем нужно столько над собой работать и столько себя контролировать, мучить себя, да. Если бы, вот, допустим, основы эти доводились мировоззренческие до людей, они бы понимали, зачем это нужно, и держались бы этого. А когда ты не знаешь, зачем ты делаешь и ради чего ты мучаешься, то ты меня извини, это как бы немножко теряет смысл. Практическая польза, да, современному человеку в 21 веке от этих всех традиционных вещей? А какая практическая польза?
Какая практическая польза, если человек будет, как сказать, больше способностей у него будет проявляться? Вот это же не просто так, допустим, присоединиться к миру истины. Дело в том, что вот если смотреть внимательно, изучать остинскую, вот, что касается религиозной темы, там можно найти такое выражение «хусаудан тухканаг нафасау хусаужон дамуну». То есть Бог, Он не идет, он не насильник, Он не идет силой, Он не наказывает, Он дает знания. И наши предки считали, что присоединяясь к миру истины, к миру света, человек становится более способным к творческом плане. То есть он расширяет свои творческие способности. А что значит расширить свои творческие способности? Это и есть фарм, да? То есть это улучшить и свою жизнь, как сказать, жизнь свою, и свое, может, даже культурное состояние, и бытовое состояние. То есть они не разделяли вот фарм понятие, как, допустим, культура, и, то есть это и благо, и божественное благо, и материальное благо, это вот все вот таким общим словом вот фарм, да, божественная благодать. То есть это и житейская благодать, в конце концов. То есть без этого наши предки считали, ну, невозможно. Дело в том еще, что вот, допустим, это тоже еще сохранилось очень даже хорошо. Вот в молитве, когда говорят «Хусау дохожих так, как к дому сарфанрака». То есть, чтобы мы были достойны того хорошего, что ты нам даришь. Дело в том, что иногда вот человек получает какие-то блага материальные, но от этого ему лучше не становится, потому что могут дети неправильным путем пойти, может быть, в семье какой-то разлад быть. То есть, если сознание неустойчиво, то от больших богатств могут быть большие беды. И поэтому сознание должно быть готово к тому, чтобы в доме были богатства, понимаете как? И поэтому без духовного такого совершенствования вот это вот богатство, оно радости не приносит. Благо это когда есть семья, когда есть дети, когда все хорошо, и деньги, которые ты зарабатываешь, они идут только на пользу, то есть на развитие, на какое-то совершенствование. А это может быть только при обязательном условии, что человек не только материально развивается, но и духовно. И поэтому без вот этих пониманий просто общество не может иметь будущего, оно не может иметь перспектив. А хорошо, вот посмотри, в последнее время наше все это наследие сжалось до каких-то застольных ритуалов, да, там, связанных с похоронами, там, еще с какими-то там мероприятиями. Это Застольные. действительно беда. И как ты относишься к употреблению большому вот этого алкоголя во время этих всех мероприятий? Имеет ли смысл молиться там Богу с алкоголем? Остинский культ, остинская молитва, вот эта священная трапеза, она фактически повторяет акт сотворения мира. Ну хотя бы Вот схематично. эта голова, которая лежит на столе, да, и мясо, вот, которое разложено по иерархии, оно тоже разложено, да, то, что ближе к голове, оно ближе к старшим, то, что к ногам, оно туда дальше идет, к младшим. Вот, фактически эта мысль повторяет идею о том, что Бог, истинная природа живого свет, да, Он отдал свою истинную, как бы, тело, свое свет, на сотворение этого мира. То есть Он пожертвовал своей истинной природой, Он пожертвовал сам собой, потому что в основе всего сущего вот это свет, это тело Бога. То есть схематично вот здесь мы повторяем тот акт как бы жертвенности Бога, да, который лежит в основе тварного мира. Теперь 3 пирога что значит? Вот один пирог, круг с точкой посередине, если вы будете смотреть символику, это практически просматривается во всех религиях мировых, да, то есть опять-таки он исходит из акта творения, да, то есть появился свет из какой-то точки, вот это сияние, ксай, да. Сингулярно сейчас по-научному называется. Да, и он сотворил весь мир. Вот этот весь мир обозначается кругом, а вот эта точка, это вот источник света. То есть теорию Большого Взрыва они уже тогда знали, получается. Ну, можно так сказать, да. А почему 3 пирога остается? Потому что мы, как имеющие природу Бога, можем тоже творить. 3 пирога, они нам как бы настраивают на успешное творение, на успешный исход молитвы, ради которой мы собрались, ради которой делаем вот эту жертву и так далее.
То есть здесь повторение акта сотворения мира и усиление вот этой молитвы. И поэтому, когда вот во время вот этого акта очень важно то, что мы думаем, то, что мы желаем и то, что говорим. Поэтому выбирается чистый человек на роль старшего, чтобы он искренне это говорил, искренне желал, чтобы это исполнилось. Да, очень важно, чтобы радостная была атмосфера, потому что если радостная атмосфера, это считает творение радости. Вы знаете, вот есть в религии вот это понятие, когда трансперсональный опыт, да, то есть, чтобы молитва дошла, нужно, чтобы было как бы чистое сознание. Надо приостановить немножко поток мысли. Поток мысли когда сильный, когда человек напряжен. Ему нужно чуть расслабиться, улыбнуться. И вот чтобы расслабиться, улыбнуться, можно немножко выпить. Да? То есть меру нужно знать. Да, обязательно меру знать. Потому что если будет больше меры, уже не будет осознанности. То есть, что самое главное в молитве? Осознанность и расслабление. И вот это вот употребление спиртного достигается расслабления, но нельзя пить через меры, потому что не будет осознанности. Угу. Помните вот эту притчу, когда черт пригласил Аштаджи и говорит, мол, я, говорит, вот придумал араку, давай выпьем. Ну, Аштаджи говорит, давай, говорит, выпьем. Ну, одну выпили, давай еще, ну, давай еще. Вторую выпили, давай еще, давай. Третью выпили, давай еще. Нет, хватит, говорит. Отныне, говорит, так будет. 3, кто выпьет, он, говорит, будет на меня похож. А кто больше выпьет, он, говорит, будет на тебя похож. Да, должна быть осознанность. То есть должно быть осознанность, что такое? Это видение, это умение видеть. Это что, медитациями какими-то заниматься людям или чем? Как осознанность вот это интересный вопрос тоже. Как прийти к осознанности, да? Как научиться быть осознанным, да? Вот это интересный вопрос. Для этого вот в любых религиях всегда существуют духовные практики. Да, вот, например, в христианстве это молитва где-то, да, там люди запираются где-то, вот, монастыри, молятся целыми днями. Где-то вот зикр делают, вот, суфии. А астинская духовная практика – это астинские песни. Песни? Песни акапельные, хоровые песни. Вот посмотрите, вот я вам скажу, вот, допустим, что такое Бог, да? Бог – это все, да? И Он во всем проявляется. И вот смотрите, символично, как в песне проявляется вот божественный мир. То есть вот этот звук, он фактически повторяет тот цвет, из которого создан был мир. Вот много разных звуков сливаются в один. Это вот как радуга сливается в один цвет, допустим, да? То есть вот эта гармония создается. То есть вот песни астинские, хоровые, акапельные песни, они очень сильно продвигают как бы дух. Танцы астинские, вот симт. Симт фактически он предполагает расширение сознания. То есть это не просто ритмичное движение руками, ногами, да, а ты должен встать и войти в состояние расширения сознания. А почему у нас сегодня молодежь не танцует симт? А потому что не понимает, что такое расширение сознания, не может войти в это состояние. Легче станцевать, допустим, танцы соседних народов, там ритмика идет, там руками, ногами и так далее, там очень хорошо. Но, а здесь, а вот в симде, допустим, там нет такого вот, такой ритмики движений, да, но там есть осознанность, там есть расширение сознания. Почему до сих пор у нас в республике нет общих стандартов проведения, как ты говоришь, этих ритуалов, да, тех же застольных? То есть каждый делает так, как он считает нужным. Нету стандартов молитв, ну, вообще нету никаких стандартов. Беда в том, что очень мало, вы знаете, вот очень много внимания уделяется внешним формам. А внешние формы, они могут быть различные. Ну, кто-то так сделал, кто-то видел у папы, он так сделал, и он тоже хочет повторить. Но очень мало внимания уделяется учению. А для того, чтобы учению внимание выделялось, нужно, чтобы был правильный нахаш. То есть нахаш, где, допустим, вот какой бывает традиционный нахаш? В традиционном нахасе первая фигура – это сказитель. То есть сказитель рассказывает кадаги. Люди слушают. И потом, воспринимая эти кадаги, у них уже идет в определенном формате мышления. То есть они уже могут понимать друг друга. Потому что
Вот эти кадаги, что они делают? Они формируют единые ценности. Единое мировоззрение. Единое мировоззрение, единое миропонимание. А когда есть единые ценности, тогда и единые цели. Тогда люди могут договориться. А сейчас понимаете, как получается? У нас традиция осталась, форма осталась, а смысл мы задвинули. Потому что кто-то сказал, что мифы — это сказки, и они недостойны того, чтобы мы их понимали и воспринимали и так далее. А на самом деле миф — это концентрированная философия. Миф — это несет в себе мировоззренческие какие-то основы. Мировоззренческие — это опыт, это философия, накоплена в тысячелетиях. И он концентрированно выдается вот как раз в мифологии, в Таурах-то, Каче-то и так далее. То есть это чисто ритуальный танец, чисто вот религиозный танец, если смотреть с точки зрения духовной практики. То есть для того, чтобы практиковать нам свое, это нам надо свою религию, нам надо просто держаться своего ахдау, основа которого осознанность, да, вот фундамент, учить свои песни, свои танцы, то есть то, что было в традиции, то есть ничего нового не надо. А язык? А язык, ну без языка как? Язык обязательно. Но мы почему сегодня это утрачиваем? Потому что мы утратили сказителя. Потому что мы не понимаем, зачем все это нужно. Вот и все. Если бы мы знали, допустим, вот сегодня молодежь, наши дети фактически лишены того громадного опыта, который заложен в устном народном творчестве. То есть никто до них это не доводит. Ни в школах это не доводят. Нигде. Ну хорошо, но смотри, нардский эпос свойственен многим народам Кавказа. Не только же он остинский есть нардский эпос. Есть там разных народов, не будем перечислять, сам ты знаешь. Но почему только у нас он является основой некого религиозного мировоззрения? А не только у нас. Распространение нардского эпоса среди многих народов — это свидетельство о том, что вот эта религия, которую несет этот эпос, она была распространена среди многих народов. Поэтому вот ментальность кавказская, почему они говорят, вот в России даже и не различают, какие народы, да, потому что ментальность одна. Она была сформирована именно вот этой религией. Но у нас как бы сохранился нардский эпос, и у нас сохранился язык. И благодаря этому мы можем сейчас легко различать. А насколько важен остинский язык для понимания нардского эпоса? Ну а без языка как поймете смыслы? Не, ну вот есть в переводах же там в разных, есть там, не знаю, вы знаете, на абхазском языке. Если смотреть переводы, ну вот, например, тоже понятие ахдау. Вот скажите по-русски, да? Вы что будете говорить, все будет приблизительно. Допустим, переводят, допустим, вот у нас написано бардуак, допустим, Дон и бардуак. Я смотрю русские переводы, там написано Бог воды. Бог воды? Да, Бог, Дон Бетр, Бог воды. Или там Бог кузнечного дела. А у нас это дуак. А дуак даже не самое высокое звено в иерархической ступени. Понимаете как? Это дауджи-то, они иерархически как бы ниже даже жетта. А здесь он говорит Бог воды, там, Бог ветра и так далее. То есть очень много переводов неточных. И если вы будете читать русские тексты, просто у них ничего не поймете. То есть это будет как сказки, да, как былины какие-то? Ну это да, как сказки, как былины. А здесь, благодаря тому, что вы еще знаете язык, здесь уже включаются как-то и смыслы, как бы второй ряд включается. А что вот по поводу, можно сказать, того, что очень часто обвиняют Остин в многобожии, что вы, дескать, язычники, у вас было многобожие, кустам Ну это поклоняетесь, полная белиберда, потому что сам в остинском эпосе даже намека нет на многобожие. Нету там такого. Это проблема переводов, как ты говоришь, Бог воды. Да, Бог, это Бог проблема того, русских всего. переводов. Вот вы заметите, вот допустим, вы сидите за столом, мы как молимся, да? Хусау табудон хусау. И так далее, да? А как русский, как, допустим, мы переводим это на русский? Давай за Бога выпьем. То есть это совсем разные смыслы. Или за святого Георгия давай выпьем. А по-остински же мы же не говорим, да, маваш, ты жить, хайбанажа. Мы же такие вещи не говорим, это очень будет грубо и неправильно. Хорошо, что такое тогда, кто такой Вастарджи тогда, можешь сказать с точки зрения нашего Вастарджи, эпоса? если вы переводите, сделайте прямой перевод. Вот у вас это слово «весть». Штыр – это великий, большой. Джи производится из остинского йог, единый, единящий. Да? Угу. В санскрите тоже есть такое слово, и самое очень известное – йога. И из этого слова йога выходят такие слова, как ги, джи, чи.
и в японском, и в индийском, и в китайском означает как бы энергия духа. Энергия определенная. Да. Вот здесь это точно так же можно перевести. Слово «великий вестник», значит, весть, слово вот у вас. Великий, дух великий вестник. Да? То есть, а посмотрите, какие титулами он обозначил. Хусау Уасхашек, да, или Хусау Миновар. То есть вот этот перевод, он нисколько не противоречит его титулам. То есть дополняет наоборот. То есть это одни и те же смыслы. Хорошо, а аналог у Астрид есть в других культурах? Там, Конечно, есть. Это вот, допустим, в христианстве это Святой Дух. Святой Дух. Да, Святой Дух в христианстве. Это, допустим, ну да, вот, да, то есть через Святой Дух нам дается как бы ясность, да, понимание. А вот еще один вопрос. Смотри, наше руководство вот сейчас в черкесках ходят там и как-то чимды танцуют в прочих этого. Вроде должен быть некий отклик. Я понимаю, что они чувствуют какой-то там запрос в обществе есть и пытаются на него реагировать. То есть беря некую форму. А если там это содержание, ты, ну как сказать, ближе же общаешься. Ну, содержание, я же говорю, пока сказителя нет, содержания не будет. А где их взять и куда они делись? То, что тенденция такая идет, это очень хорошо. А сказитель это вот просто есть у нас талантливые ребята, которые знают музыкальную грамоту, которые могут играть на кишинфандыре. Вот. Надо просто дать им возможность обучаться. А кто им мешает? Пусть берут. А вы и знаете, играют. кто обучает? Обстоятельства. Вот, например, у нас есть один такой талантливый парень, Березов Тимур. Вот я просил у него несколько уроков на кишинфандыре. Он играет и кадаги тоже. И он мне не смог дать эти уроки, потому что мне, говорит, надо как-то зарабатывать на жизнь, и он пошел работать на стройку. Угу. Понимаете? То есть у него нет возможности заниматься этим. Способность есть, желание есть, а возможности нет, потому что надо зарабатывать на жизнь. Ну, ты считаешь, что достаточно будет создать условия подобным людям, они начнут, как сказать, читать эти кадаги, что-то изменится? Этого достаточно будет? Ну как достаточно? Кадак сейчас прочитаешь человеку, он ничего не поймет. То есть здесь нужно обязательно... Мы уже, как сказать, в традиционном обществе, может быть, этого было достаточно. Да? А сейчас с переходом на другую религию или на другие идеологические, мировоззренческие позиции, мы уже утратили тот специфику мышления. То есть с языком, с мировоззрением поменялось и мышление. И поэтому здесь обязательно нужны исследовательские работы, то есть работа специалистов, чтобы помимо кадага было еще объяснение. То есть речь идет о создании вот практически институтов. Да? То есть... Современный творческий язык, он же диктует не только вот там устное творчество, да, можно какие-то мультфильмы снимать, фильмы. Ну, сейчас конечно, позволяют технологии это делать. конечно, Ты не считаешь, да. что это сильнее бы и эффективнее доносило бы? Конечно, было бы эффективнее. И в этом плане меня радует то, что наши ребята работают. Я вот вижу, появляется больше фильмов, мультфильмов на остинском языке, вот там, переводы хотя бы. Конечно, было бы хорошо, если бы больше было театрализованных представлений на эту тему, именно по остинскому фольклорному, значит, наследию. Это было бы очень хорошо, но это же нужны средства, а для того, чтобы были средства, нужна воля людей. То есть народ усиливается, когда он становится на почву, на которой он вырос, на которой он поднялся, он становится, как сказать, более успешным. И людей будет больше, и нравственность больше, и культура будет больше. Не, ну подожди, смотри, Разводов христианство у нас считается, меньше. что приняло Осетия уже больше 1000 лет назад. 1000-летие собирается праздновать, по-моему, в 22 году, да? То есть, ну как-то же это 1000 лет существовали уже без этой веры, или как это было? Вы знаете, вот те из Алан, Сармат, скифов, которые приняли христианство, они ассимилировались и исчезли. Если бы мы приняли христианство, мы бы поменяли, конечно, и мировоззрение. У нас бы было сейчас христианское мировоззрение. Но мы сохранили мировоззрение Нарты-Качта, которое передается в Нарты-Качта. А оно концептуально иное. То есть, если бы действительно было христианское влияние, мы бы сейчас не говорили бы об эпосе, мы бы не говорили об этой религии. А то, что это сохранилось в сознании людей, это говорит о том, что христианство не принимали. То есть, это блеф. А когда, по твоему мнению, да, мы перестали
жить сообразно вот этой традиционной религии? Когда прошел этот перелом? Ну, Если вы не можете, прошел 1000 лет, значит, когда-то ближе это было? вы можете следить, когда. Вот в 1938 году состоялся последний съезд этих сказителей. После этого еще в 50-х годах как-то держалось. А вот 60-е, 70-е годы начался обвал вот этой культуры. То есть это совсем вообще недавно было, в новейшей истории же практически. Конечно, вот еще недавно на моей памяти я, даже судя по своим родителям, это люди, которые люди традиций. А сегодня уже таких людей мало найдешь. Вот по поводу Нехаша. То есть в нарты качества очень часто упоминается Нехаш, собирались нарты на Нехаше. То есть это был некий орган, который принимал, наверное, некие решения, да? То есть что это был за институт? Вот у нас же сейчас как бы тоже есть Штернехаш, то есть собрание вот астинского народа проводится. Вот в чем разница между тем институтом, который был в традиции, тем, что и сейчас? Вот для того, чтобы какое-то решение принять, нужно прийти к единому мнению. А к единому мнению могут прийти люди только мышление которых сформировалось на единой мировоззренческой базе. В Нехасе всегда, вот в традиционном Нехасе я имею в виду, в том, в котором люди могли договариваться, всегда звучали таурахта, качета, то есть вот эти какие-то устные предания, которые формировали определенное мышление. Задавали настрой какой-то, да, наверное? Да, определенный настрой и определенную основу давали для мышления. То есть у нас получается в нынешнем Штернехаш это лебедь, рак и щука, да? То есть люди с разным Сейчас, конечно, мировоззрением. собираются люди с разным мировоззрением, с разным миропониманием, с разными ценностями. И они никогда не договорятся. Это в любом случае, если не вернуть туда сказителя, в любом случае это будет всегда топтание на месте. То есть невозможно это не потому, что мне так хочется. Это общая закономерность. То есть без этого не бывает. А вообще этот институт нужен нам в современном обществе? Если мы хотим быть суверенным народом, если мы хотим сохранить свою культуру, если мы хотим, чтобы у нас было самоуправление, если мы хотим, чтобы наших детей не развращали внешним управлением, то без этого мы просто и не выживем как народ. Ну вот сейчас в школах вводят основы религиозного там образования некого. А вот традиционная религия будет преподаваться в наших школах? Ну, я думаю, что не будет. У нас же на официальном уровне отрицается. Мы же 1000 лет христиане, как они говорят. Да. Но Бог даст, может быть, действительно повернуться к этому. Может, поймут все-таки. Спасибо. Сегодня у нас в гостях был Даурбек Макеев. Всем рекомендую читать его книги и вообще изучать этот вопрос. Спасибо. Спасибо. Спасибо.